с вами снова ваша Сара Кыс. Сейчас будет реакция на Кешью Уят МС. Кешью любит удивлять, умеет удивить, поэтому я даже не сомневаюсь, что в принципе клип будет какой-нибудь такой, чтобы я прям посмотрела и офигела от происходящего. Давайте посмотрим. Я ненавижу рекламу, вот она опять начинается. Без рекламы жить непросто тоже. Так, сейчас я сделала все вроде бы. Началось. Давайте посмотрим вместе. Я скажу свое мнение, вы напишите мне свое, поразговоримся, поговорим по душам, и будет у нас все хорошо. И раз, два, три, поехали. Какой-то симпатичный мужчина. Уят МС. Уят МС. МС. Знакомое такое слово? Офигеть, это просто... Теперь я поняла, что у Уят МС это не стыдно, стыдно. Я даже сказать ничего не могу, потому что здесь перевод я читаю и понимаю, что, блин, песня реально клевая на самом деле. Почему родители следят за дочерьми? Честно, я бы, конечно, с одной стороны поспорила бы, а с другой стороны вроде правду говорят, ну, поют. Тут надо долго рассуждать, чтобы понять, что на самом деле как есть. А песня, кстати, мелодия прикольная. Интересный на самом деле клип, потому что, знаете, вот с одной стороны поспорить охота, да, вот прям вот, а с другой стороны и вроде и правильно поют. Вот тут как-то немножечко двоякое такое ощущение возродилось. Ну давайте посмотрим. Комментарий. Девочки подняли острые проблемы сегодняшнего дня, пишет Алана Стар. Сказали правду. Правда никому не нравится. В принципе, они правы. Давайте посмотрим еще. Короткий сюжет, но большая правда, пишет Джан Джан.
Потом, в принципе, половина комментариев, конечно, на казахском. Я не понимаю, поэтому пишут Керемет, клип, это я уж поняла, ладно. Кишью разве это? Объясните. Могли бы девушкам дать новое название группы? Кишью это Айдан и Жанара Камшат. Я, кстати, тоже с этим согласна. Золотое время. У них песни, кстати, были прикольные в то время. Я до сих пор слушаю некоторые. Хороший клип и песни, норм. Зачем обсирать девушек? Действительно, зачем обсирать девушек? Красивые девушки, красивое платье. Нормально поют вроде. Ну, знаете, как говорится, все будут спорить и все такое. Но, в принципе, как говорю, как и до этого в ссылке, которой я делала реакцию, что здесь подняты очень такие острые темы, которые, в принципе, надо затрагивать. И мне нравится то, что в последнее время именно вот под таким девизом, как под песни, начали продвигать какие-то свои моральные принципы, так скажем, да. Но человек от рождения, от воспитания, от всего должно это быть. И поэтому никакие песни, ничто не должно его как-то заставлять делать что-то, так скажем, да. Поэтому у каждого человека должен быть свой стыд, так скажем, свое чувство вины, чувство справедливости. И поэтому, если человек думает так, то не стоит говорить ему, что ты не должен так думать, думай вот так, как я думаю, потому что это уже посягательство на личное пространство в какой-то степени. Но, в принципе, все правительство и вообще СМИ и все остальное внушают нам, что мы не должны так думать, а должны думать, как все остальные. Поэтому будьте индивидуальны немножко, будьте самим собой, и иногда мы можем даже и поспорить. Ну, в принципе, я говорю, все хорошо. Я даже не знаю, что тут сказать, но это да, это на самом деле не кешью, которых я тоже помню, хотя я всего 3 года, да, как вроде вот снимаю и все остальное, но кешью немножечко, да, Айдана, до сих пор их песни переслушиваю, но что есть, то есть, поэтому я даже не знаю, что сказать, потому что, в принципе, мне кажется, уже все сказано в клипе. Давайте вы просто напишите свое мнение, чтобы я прочитала, ответила на ваши комментарии, тогда я уже составлю зато общую картину какую-нибудь, и, возможно, в каком-нибудь клипе я что-нибудь скажу. Поэтому оставляйте комментарии, пишите мне, разъясняйте, поболтаем с вами и встретимся в следующем видео. Сау!